Салам же, елташ флаг. А там женихи появились у меня. Кает, куш отшу. Илет, мом отуш. Марийская старинная пословица. Якаева Лидия Васильевна родилась в 1931 году в деревне Руж-Беляк Токтабелякского сельского поселения Куженерского района в Марийской автономной социалистической республике. А там женихи появились у меня. Ну, правильно, да. Роман. Ой, мама, такая красивая женщина, девушка, конечно, женихов будет много. Это она сегодня, сидя у себя дома в штате Калифорния, в городе Сакраменто, вспоминает с улыбкой и, возможно, с некоторым сарказмом ту прошлую, молодую Лиду, жизнь которой прошла в Йошкар-Оле в Марийской АССР, ныне Республика Марий-Эл. До того, как она в свои 78 лет переедет в США, жизнь длиной в 78 лет была окутана всем – голодом и холодом, разрухой в послевоенные годы, нищетой. Все это заставило ее в 16-летнем возрасте где-то пешком, а где-то на телеге доехать до столицы города Марийской АССР, города Йошкар-Олы, и попросить помощи у дяди Ивана Тарасовича Якаева. Да, вы не ослышались, это тот самый известный актер, заслуженный артист РСФСР и народный артист Марийской АССР Иван Тарасович Якаев. Жизнь удивительна. Уже в США я вдруг вспоминаю рассказ моих родителей, отца Геннадия Петровича Попова и мамы Поповой Пелагеи Васильевны об этом актере. Рассказ о том, насколько Иван Тарасович талантливо создавал тот или иной образ, как, например, урядника Сармаева из «Селяки» или Епсея в классике марийской литературы Сергея Чавайна «Микш Отар» «Пасека». И при всей его талантливости он был человеком доброй души. Все эти слова про Ивана Тарасовича мне лично посчастливилось услышать от моих родителей. Кроме всего, они говорили, что однажды он успел побывать у моих родителей в деревне Гуляево в гостях. Все это я сохранила в своей памяти, и теперь, приехав в США, я вдруг совершенно случайно встречаю его родных и близких. Семья и родственники Лидии Васильевны были очень творческими людьми, потому они дружили с такими же творческими, талантливыми и интересными людьми. На этой фотографии сидят слева направо Мичурин Азмикей, мужчина в очках, на его коленях маленькая Валентина, рядом с Мичуриным Азмикеем сидит бабушка Елена, мама Лидии Васильевны, Надежды и Галины. На коленях бабушки Елены Ирина маленькая, и дедушка – это второй муж бабушки Елены, Кирилл. Второй ряд стоят слева направо сестра Лидии Васильевны Надежда, за ней вторая сама Лидия Васильевна, третья рядом с Лидией Васильевной друг семьи Соня, четвертая девочка – сестра Лидии Васильевны Галина, рядом с Галиной женщина, папина тетя, зовут ее Мотя, и крайняя, которая стоит, это жена Мичурина Азмикея Юлия. Работая в машиностроительном заводе, молодая и красивая Лида встречает своего мужа Лампеева Николая Прокопьевича. В союзе Николаем Прокопьевичем рождаются сначала дочь Валентина, а потом Ирина. Как и все родители, Лидия Васильевна и Николай Прокопьевич делают все возможное, чтобы девочки получили образование, и их жизнь была намного лучше, чем у родителей. Обе девочки после окончания средней школы в Йошкар-Оле заканчивают культпросвет училище. Валя заканчивает танцевальное отделение, и младшая сестра Ирина также идет по стопам старшей сестры Валентины, становится хореографом.
Сегодня, когда все живут вместе в США, Валентина с некоторой грустью вспоминает о себе, о том, как она стеснялась своей мамы, Лидии Васильевны. Вот слова старшей дочери Валентины. «Я всегда стеснялась своей мамы, неграмотной, некультурной, неправильно, неграмотно говорит и некрасиво одевается. А я вся такая интересная, почти такая талантливая. Ну, в общем, стыдилась я ее». И вдруг в Ленинградском хореографическом училище, а Валентина там училась, ко мне приезжает мама со своей сестрой. Одеты они были, а вот только что не в лаптях. И я помню тот момент, когда я их вижу с лестницы второго этажа, эдакая принцесса спускается вниз, а внизу две деревенские неправильно одетые женщины, и она моя мама. При том, что я такая уже далекая от того мира. А вот тут во мне что-то перевернулось. В моей голове вдруг кто-то сказал: это она сделала тебя такой, какая ты сейчас. Это она купила этот красивый костюм, в котором ты так красиво выглядишь. Это... И с той минуты я начала гордиться своей мамой. Женщина, которая закончила всего лишь 3 класса национальной школы. Годы учебы на хореографическом отделении Марийского культпросветучилища и весь опыт работы в отрасли культуры в Республике Марий Эл пригодились дочерям Валентине и Ирине, уже живя в США. Кстати говоря, об эмиграции из Республики Марий Эл в Соединенные Штаты Америки. Вторая дочь Ирина стала первой, кто открыл Америку для себя, для сестры и для мамы. Она, Ирина, приехала в 1999 году в возрасте 41 года. Старшая Валентина приехала в 2001 году в возрасте 46 лет. А уже мама, Лидия Васильевна Лампеева, приехала в 2009 году, и ей было на тот момент 78 лет. Как и всем, им всем пришлось окунуться в культуру страны, продолжать учить язык, учить водить машину. Теперь мама, Лидия Васильевна, уже 17 лет живет вместе со старшей дочерью Валентиной и ее мужем мистером Бертрам. Вот ее комната. Все, что у нее в этой комнате, фотографии родных и близких, родина Республика Марий Эл, согревает душу Лидии Васильевны. Вот тут несколько фотографий. Мам с папой, тут она, ее сестра. Это мой сын, это я, тут ее другая дочь. В общем, это ее место для моления. Угу. Вот, это тут у нее сделала я ее достижения, грамоты. Тут, правда, не все грамоты. Ну, вот, стенки не хватило. Нет, наверное, вот еще в 2 местах можно поставить 2. Ну, в общем, вот такая небольшая комната. И самое главное, она вот этот ковер выбрала сама. Уж очень он ей понравился по красоте. А Ирина, младшая дочь, со своей семьей живет недалеко от старшей сестры и мамы. Как уже ранее сказала, все тому, чему они научились, живя в Марий Эл, все пригодилось в Америке. Так они стали первооткрывателями русской школы при церкви Петра и Павла в Санта-Розе, недалеко от города Сакраменто, штат Калифорния. И в этой школе обе дочери работали, учили детей музыке, танцам. После младшая Ирина пошла работать в больницу, где проводили фестиваль. На этом фестивале люди из разных стран мира показывали свою культуру. На этом мероприятии Ирина сделала выставку своих художественных работ и также вместе с Валентиной и их общим другом Сергеем станцевали марийский танец.
Очень часто девушки устраивают концерты дома, где Валентина играет на фортепиано, а Ирина играет на скрипке. Конечно, эмиграция была не такой уж легкой, но овчина стоила той выделки. Сейчас Лидия Васильевна безумно счастлива, что 17 лет тому назад она наперекор всем сложностям приехала жить к дочерям в Америку, где дочери окружили ее любовью и заботой. Несмотря на свой возраст, а ей в мае месяце 2026 года исполнилось 95 лет, Лидия Васильевна все еще хлопочет по хозяйству. Также дочери возят маму на массаж и плавать в бассейне. Тут я невольно вспомнила слова своей мамы «онча-мамонча». То есть, если перевести с марийского на русский, то смысл будет, что зависит от заботы. А заботятся о маме действительно с огромной любовью. Также они очень часто посещают разные концерты, как говоря, получают пищу для души. Безусловно, сама Лидия Васильевна считает, что она живет в раю, и я, пожалуй, с ней соглашусь. Так и живет наш народ Мари в городе Сакраменто, штат Калифорния, где иногда звучит музыка любимого нашего марийского композитора Андрея Яковлевича Эшпая, известного на весь мир. Отвечая на мой вопрос, как дела с марийским языком, Валентина с улыбкой и с некоторой грустью отвечает, что они с сестрой Мари Ватан Руш Идраштулана. Перевод: русские дочери мамы Марии. Валентина говорит, что чувство национальной идентичности, безусловно, в наших корнях, и мы гордимся, что мы национальности Марии. Поэтому мы стараемся хотя бы в танцах показать нашу марийскую культуру. Заканчивая свое видео, я хочу отметить Валентину и Ирину, что они подают замечательный пример, как нужно любить и заботиться о родителях. Так сказать, благодарят свою маму за все то доброе и хорошее, что она когда-то им в жизни дала. Искренне благодарю Валентину, Ирину и Лидию Васильевну за предоставленные фото и видеоматериалы. Желаю здоровья, счастья и долгих лет жизни. И лишь до поры лежа. Челалан, видео ончумаланда, моткощот кугутао. Всем спасибо и до следующего раза. С вами была Эльвира из Америки.